Антонина Гаврилевна, здравствуйте. 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 Пожалуйста, расскажите, откуда вы приехали, с какими экспонатами, сколько у вас экспонатов. Мы вот тут видим просто шедевральные экспонаты, вещи, ковер вот прекрасный висит. И сейчас я видела, что вы сидите прямо здесь, занимаетесь, шьете даже, да, что-то, делаете свою работу мастерскую. Расскажите, пожалуйста, чем вот вы сейчас заняты? Ну, во-первых, я с Тампонского района, село Тополиное, это малочисленные народности там живут. И я всю жизнь трудовую деятельность свою провела в совхозе Тампонский. И более 40 лет шила пошивочной мастерской в самом селе. Основная наша работа была это обеспечить оленеводов теплыми вещами, спецодеждой, это палатки, это серюки, это торбоза, кенчи и так далее. Вот. В общей сложности, я до 65 лет проработала. После того, как на отдых, я уже начала заниматься. Сначала, конечно, как в шоке была, когда кончила, что от безделия, но потом руки пошли, когда заказы бывают, от них вот отходы все остается, и начала шить коврики такие вот. А это, например, корсеты для унтов. Да. Вот это женское, это мужское, это на таежные торбоза, например. Также у меня имеется маленькая сумочка, в которых я храню нитки из сухожилий оленя. Но также у каждого северной женщины есть сумочка, называется овса, в котором у нее хранится все нужное для рукоделия. Например, здесь у меня унипан, это наперсток со своими ячейками, унипорог, например. Есть еще игольница, инме, и тоже тут хранится, на чтоб не уколоться. Инмарук. Так. Это как-то ему добегни, гиркангу добегни. Так. Речинда и в коротком виде можно это сказать, вот так. Также из замши, я сама участвую в художественной самодеятельности. Там у нас есть ансамбль «Маранга». И костюмы, которые я ношу и на выступления, и на праздниках одеваю. Эти все изделия у меня, можно сказать, из отходов сделанные. Из отходов. Это все из отходов. А эти я шила из камусов. В основном рисунки получаются на летних с тонкой шерстью. Если рассказать это панно, то она тематическая. После долгой зимы начались теплые дни, отел пошел, и больше времени стало, за телятами, за тугутами смотреть. И оленеводы здесь уже идут к себе на стойбище, встречают. А когда со всех стойбищ все собрались, и начинается праздник оленевода, начинаются скачки оленей, метание арканов, прыжки через нарту, и, конечно, хороводные эдди, болельщики, семьями приходят даже собачки. Типа такого моя работа. Это совсем... Каждую деталь, прямо над каждой деталью вы работаете очень долго, да? Это же очень красиво. Да, это не сразу сшито, несколько лет, потому что, во-первых, нету сырья, материалов вообще нету. Да. Например, я сначала это только шила, потом верхнюю часть, потом соединила, и так у меня получалось. Постепенно соединяла, и все это шьется
вручную. Вся вот эта вручную шитая. Вплоть до вот эти мелкие детальки, все вручную шито. Просто замечательно. Ну, вот так. Также у меня, ну вот, есть из костей, так, типа как украшения нагрудные. Вот так каких, например. Это все из подручных после холодца, если можно сказать, из копыта линей. Вот. Также есть вот эти, мы участвуем, и вот так, инструменты, можно сказать, или же так же, как отпугивающие, они разного звука, как размеров зависят. Вот такое. Они сейчас используются в качестве музыкальных инструментов. Да, мы ансамбли, да, вот так. Ну, дальше считается ли, что ими можно А копыта отпугивать, да? тоже бывает разные. Отпугивать можно Да, с да, да. звуков, да? Да, да. Вот они тоже разные бывают. Вот. Это от белых оленей обычно получается такие вот. А черные копыта бывают. Вот. Такие. Все вроде у меня так такого.